Средний сын Андрей всегда грезил военной карьерой. Через полгода срочной службы он подписал контракт и остался в армии. Сейчас у него за плечами несколько командировок в Сирию, и его участие в специальной военной операции не вызвало у матери вопросов и не стало неожиданностью. 23 февраля я его успела по телефону поздравить с Днем защитника Отечества, а 25 у него день рождения. Все, на связи его нету, и тут объявляет, началась спецоперация. Но я сразу поняла, что это на Украину. Он у меня еще тот партизан. Он мне все время говорит, меньше знаешь, лучше спишь. За участие в штурме аэропорта Антонов Андрей, как и его сослуживцы, получил орден мужества из рук главнокомандующего воздушно-десантными войсками. Старший сын Сергей после срочной службы вернулся к гражданской жизни, но когда объявили частичную мобилизацию, Сергей без колебаний явился в военкомат. Старшему 38. А он спокойно позвонил и сказал, говорит, мама, говорит, мне пришла повестка в военкомат. Он у меня... Да у меня все, никто не прячется. Все это, как говорится, если Родина сказала, значит надо. Такого нету, чтобы эти лазейки искать, чтобы куда-то спрятаться. Там, знаете, вот как многие начинают, да? Нет, такого нету. Сейчас Сергей служит в расчете комплекса противотанковых управляемых ракет. Марина Константиновна не скрывает гордости за своих сыновей и за всех ребят, которые сейчас находятся в районе проведения специальной военной операции. Самое главное, что вот они знают, что мы их все поддерживаем. Я всем это хотела бы пожелать легкой службы. И самое главное, чтобы вернулись здоровыми. И чтобы ребятки знали, что их ждут и матеря, и жены, и родные, и близкие. Вот успехов. И чтобы возвратились обязательно здоровыми и живыми. Это самое главное, ребятки. Марина Константиновна говорит, что была бы возможность, сама бы отправилась на линию соприкосновения. А пока она с односельчанами в свободное время изготавливает блиндажные свечи и занимается волонтерской работой, чтобы поддержать всех воинов. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск.